В здоровом теле здоровый дух. Это крылатое выражение известно каждому из нас с самого детства. Однако острые на язык люди придумали этому высказыванию свое неординарное продолжение. В здоровом теле здоровый дух на самом деле одно из двух. Здесь, конечно, можно и посмеяться, но очевидно, что авторы не знают, какими сильными духом могут быть люди, которые следят и за здоровьем, и за разумом. Сегодня мы вас познакомим именно с такими людьми, крепкими духом и телом. Они закалены не только своей силой воли и спортом, но и воспитанием родителей, которые вложили в своих детей уверенность и надежды. Семья тренеров по лыжному спорту Пономаренко удивительна всем своими жизненными принципами и установками, преемственностью поколений, семейственностью и любовью к тому месту, которое подарило им дело всей жизни. Я всегда говорю, Алдан – столица нашей Родины. Это моя любимая поговорка. Вот, когда начинают, а где там Якутия находится? Ребята, вы западные ребята, когда начинают говорить, вы, товарищи, географию-то посмотрите. Якутия очень большая, там несколько часовых поясов, и там в Алдане, допустим, клубника растет, а на севере минус 50. Тут очень, да, тем более Алдан, это же юг Якутии, тут уникальный, теплый такой уголок. Если вообще золото не добывали, вообще красота была. Такой заповедный край, тут туризм надо было развивать. Как в Австрии. Они же ничего не добывают, катаются на лыжах, чувствуют себя прекрасно. А мы кататься на лыжах начали, когда тут почти многую часть природы, дай бог сохранить то, что осталось. Вот. Поэтому Алдан замечательное время, ничего тут такого сурового нет, всегда было замечательно, и климат замечательный, мне все нравилось, всегда было прекрасно, и грибы, и ягоды, природа, речки. А вообще наше хобби-то это рыбалка. Летняя рыбалка, зимняя. Настолько фанатично. И любой выходной люди проводят там поспать до обеда еще. Мы собираемся, все свои вещи, машину пакуем, мы и уехали. Мы тренеры рыбаки. Все, да, на подледной рыбалке зимой, мороз, минус 40. Нам говорят, вы чокнутые. Мы говорим, да, немножко есть, и ловим рыбу. Продолжаем это делать, нам это нравится, привлекаем своих детей, вот каких-то знакомых, друзей. Ну, вот так вот заряжаем энергией своей, стараемся, по крайней мере. И бывает, путешествуешь день там за рубежом, в Японию, и, неважно, там океаны, моря, все это, джунгли, все прекрасно. Вот, приезжаешь в Алдан на речку, садишься, ну вот, теперь можно и отдохнуть. Как бы, или из самолета выходишь, и запах лиственницы, воздух якутский наш родной, это совсем другое дело. Это вот я дома, наконец-то, да. Мне очень нравится. Я никуда уезжать не собираюсь, мне очень здесь хорошо, комфортно и замечательно. Путешествовать – это здорово, но возвращаться домой мне всегда очень нравится, здесь комфортно. Коренной житель Алдана Вячеслав Леонидович готов рассказывать о своем родном крае часами. Впрочем, так же, как и его супруга Анна Юрьевна, о своей малой родине. Я вообще родилась в городе Южно-Сахалинск, на замечательном острове Сахалин. Была одна моя родина малая, это Сахалин. Но так как потом поменяла его на Саха, ну, вот получилось как бы очень странно, но очень интересно. А если сказать «скучала», это не сказать ничего. Я рыдала 5 лет первых, потому что для меня это место было, ну, оно было незнакомо, оно было мне неудобно. Меня влекла моя домашняя жизнь, мои друзья, моя родина, естественно. Ну, конечно, переживала, конечно, привыкала, долго привыкала. Но вот сейчас, по прошествии вот этого времени, уже 33 года мы здесь, могу сказать, что, ну, Алдан стал частичкой моей души. И я полюбила его, наверное, так же, как и вот свою родную родину. Хотя душа до сих пор рвется на Сахалин и все, что связано с Сахалином. Стараюсь, конечно, бывать почаще, чем получается, но раз, наверное, в 5 лет я стараюсь все-таки выезжать. Или к друзьям, или в отпуск, или там вот бывает по работе тоже выезжаю, встречаюсь со своими друзьями, общаюсь. Ну и, конечно, непосредственно мы с моими друзьями и с родными каждый день на связи, созваниваемся, списываемся. Мой дом там, где моя семья. Моя семья сейчас в Алдане, естественно, мой дом здесь. Мои дети и мой муж, самые родные люди, естественно, мой дом здесь. Если дом там, где семья, то место, где человек родился, это детство, родительский дом и друзья. Это малая родина. О ней наша героиня помнит всегда, ведь ощущение безмятежного счастья дарят именно детские воспоминания, особенно связанные с мамой. Мама тоже рыболов, сахалинский причем. Вот эта горбуша, кита, это понятно. И я все время с ней на рыбалке, куда-то мы едем за какими-то ягодами, грибами, мы куда-то восхождение, мы куда-то идем на лыжах. Ну, в общем, не знаю, вот, ну, по-моему, яркой вот страничкой было, когда мы уехали с ней на Снежник.
У нас там проходил сбор, и у нас лыжники, горнолыжники тогда ездили отдыхать на сбор, на снежник. То есть в горах снег, и они вот на этом кусочке снега там гоняли. И я вот до сих пор, мне было, я в 1 классе была, а у меня этим ярким пятном таким через всю жизнь, когда озеро ледяное внизу, кусочек снега этот метров там 400, наверное, и мы в купальниках в одних по этому снегу, на лыжах, на горных, и мама рядом, потому что она тогда работала там поваром. То есть вот это вот я несу через всю свою жизнь. Вот мне тогда было 7 лет. Ну, как бы вот запомнилось сильно прям 20 дней какого-то счастья. Детство мое прошло так же, наверное, как у всех ребятишек того времени. Мы все активно занимались спортом, мы пробовали разные секции, тоже попробовали и слалом, я попробовала легкую атлетику, но остановилась я все-таки на лыжных гонках. И вот с этим видом спорта по сей день я дружу. Мама у нас одна, нас было 3 детей в семье. Донковцева Галина Андреевна воспитывала нас. И бабушка, конечно же, помогала. Куда мы без наших родных бабушек? Если бы не они, детство бы наше было совсем другое. Но, к счастью, у меня была бабушка Анна Васильевна. Меня назвали в ее честь, тоже Анной. Вот. Ну, благодаря маме она у меня мало того, что кандидат мастера спорта по художественной гимнастике, 1 разряд у нее по лыжным гонкам и мастер спорта по велошоссе. То есть вот такой комплект, и как бы подвести уже наши семейные спортивные традиции было нельзя. Старший брат увлекался баскетболом, младший хоккеем, но это мальчишки. А я вот начала свою жизнь с горных лыж. Получается просто, что тогда, когда у мамы растет у 1-3 детей, ей особо-то, все была погружена в работу, и круглыми сутками, насколько я помню, со мной, конечно же, была бабушка. Вот, она меня поддерживала во всех вот этих начинаниях, мероприятиях, но несмотря на то, что при всей занятости мамы на соревнованиях, конечно же, вот я за спиной, она на лыжах, и давай, это, конечно же, номер 1 мамочка. Она всегда говорила: не ленимся, не ленимся, не ленимся. Это у меня как молоточек в голове. Не ленимся, как охота же. Вот хочется иногда и полежать, и там где-то что-то вот в тишину, в покой. И когда так в голове молоточек: не ленимся, но думаем, встаем, идем, едем, плывем, бежим. Потом тренер по лыжным гонкам Кулыгина Галина Вячеславовна в детстве на соревнованиях школьных меня там заметила, пригласила к себе и вот заразила, вот этой вот самой бациллой, которая уже со мной, почти уже, не знаю, 40 лет. И я этому бесконечно рада, ей благодарна, люблю, обожаю. До сих пор она в строю, до сих пор тренирует ребятишек, хотя в возрасте уже за 70, но мы вот так еще общаемся, дружим, и при каждом удобном случае, конечно же, видимся и рассказываем, делимся друг другу, рассказываем все свои удачи, неудачи, неважно. Спорт в целом и лыжи в частности не отпускали и Вячеслава. Этот увлекательный зимний вид спорта приглянулся юному тогда пареньку сразу. Получилось так, случайно меня друзья в школе привели в какую-нибудь секцию записаться. В СССР было модно заниматься спортом, и секций было разных много. Меня ребята привели на лыжную базу сюда. База была скромненькая такая, с печкой такой посередине. Рядом сарайчик небольшой. Вот это вся лыжная база города Алдана была. Туда мы пришли, возле печки там ботинки лыжные, деревянные, лыжи и все такое прочее. 78 год. И вот с тех пор это не отпускает. Это уж такая навязчивая идея заниматься лыжным спортом, других привлекать. Многих я с пути истинного сбил, заразил этой идеей. По Российской Федерации сейчас много очень людей катается на лыжах, потому что когда-то я в эту избушку зашел. И очень важно, что я на жизненном пути тогда встретил замечательного человека, который ныне уже ушел от нас, Михаил Васильевич Глазун, мастер спорта по биатлону, замечательный спортсмен был. Был призером СССР по биатлону среди молодежи. Он тогда приехал только из Новосибирска, молодой, красивый тренер, такой замечательный, 1,80 м с лишним ростом, такой колоритный спортсмен, красиво всегда одет, изящно, такой на лыжах очень красиво катался, биатлонист.
Тогда еще биатлон у нас в Алдане существовал. Проводили соревнования. И когда мы, маленькие ребятишки, пришли и увидели его, конечно, он заразил нас. Вот, раз вот таким, если заниматься, можно таким стать. Бацилла любви к спорту попала в кровь, и она вот не отпускает. Хотя я, в принципе, спортсменом, профессиональным и тренером вообще не планировал становиться. Это как бы случайно получилось. У меня по здоровью не получилось попасть в авиацию, куда я всегда мечтал, и сейчас с удовольствием летаю на самолете. Почему у меня любовь к авиации? Папа летал на вертолете, всю свою жизнь отлетал на вертолете до пенсии, и сейчас живет в Смоленске. Вот. Жив, здоров, все у него замечательно. Мама была хирургом, очень любила свою профессию, очень много жизней спасла, была замечательным хирургом. Вот потом была, когда ушла по здоровью из хирургии, работала в больнице долгое время до самой смерти. В 95 году, к сожалению, умерла. У меня родители не спортсмены по своей профессии, но занимались спортом очень активно. Мама у меня была победительницей первенства Сибири и Дальнего Востока по лыжным гонкам в городе Томске в далеком 1060 там, или там 50 каком-то, там, не знаю, я боюсь ошибиться с датой году. Рассказывала историю, что вот она там выиграла гонку, ей как победительнице дали лыжи Эстония. По тем временам деревянные, очень замечательные лыжи. Она привезла, и ее брат замечательный, вот эта гора, радиогора она называется. Вот, здесь был горнолыжный спуск. Он ничего лучше не придумал, как на этих лыжах проявить свои горнолыжные качества. Ну и сломал их, конечно. Семейная трагедия была и скандал по этому поводу, потому что такие лыжи тогда купить практически было невозможно. Это раритет был. Вот. Эту историю пересказывали очень долго там в семье. У меня сестра есть, она зубной врач, здесь живет в Алдане. Один из лучших наших тут зубных врачей. И вот в такой интеллигентной, я считаю, семье рос. Все у меня было замечательно. Бабушки, дедушки были. Ездили в отпуск, в южные края, на моря, на всяческие. И здесь было все замечательно. И из того, чтобы я, наверное, так увидел, сейчас назад оглядываясь, был у нас такое, тоже любили путешествовать. И как-то семья где-то выхватила путевку по Золотому кольцу. В СССР, я скажу, это было непросто. Прямо из Якутии, прямо по Золотому кольцу метнуться. Вот. И вот мы... И как-то это было, по-моему, чуть ли не после Олимпиады. Вдвойне вообще, во-первых, Олимпийская Москва, она отличалась от повседневной Москвы. Вот. И мы туда приехали, погуляли. Тут ярко, конечно, было здорово. И после Алдана попадаешь в Олимпийскую Москву и на пароходике тебя везут. Волшебно. Просто когда ты маленький мальчик, ценить надо, все как-то проходит, мелькает калейдоскопом. Сейчас вернуть, возможно, ты бы это более трепетно к этому всему отнесся и научился ценить, жить в моменте, как сейчас молодежь говорят, да? Это сложное на самом деле искусство. Это больше к восточной философии. Это они умеют жить в моменте, а мы, наверное, надеемся, что будем жить вечно. Да нет. Надо как-то к этому внутренне быть готовым. Ценить жизнь по-настоящему человек начинает только тогда, когда к нему приходит истинное понимание сути и принципов, на которые он потом опирается в своей повседневной деятельности или при принятии определенных решений. Так и наши герои сделали в свое время выбор, как оказалось, верный и правильный. Он-то и привел их когда-то именно в одно место, после которого они уже никогда не расставались. Поехала в Хабаровск, поступила в академию, сейчас она академия, тогда она была Хабаровский государственный институт физической культуры. Закончила его благополучно, встретила там любовь всей моей жизни, моего мужа любимого. Замечательно, там 2 года проучился, потом бегал там на лыжах, попал в Центр олимпийской подготовки по Дальнему Востоку, там, к тому времени там неплохо бегал так, на уровне кандидата в мастера спорта. 2 года участвовал в всяческих соревнованиях, выступал. 2 года был в армии, и поэтому восстановился в нашу группу. Получилось, я на 2 года младше. Вот это время, которое он был в армии, я училась в институте. И у меня специфическая армия была, СК-20, спорткоманда, Хабаровск, я бегал на лыжах. И пришел он потом как раз на 3-й курс в мою группу. Пошел получать учебники, встретил там замечательную девушку. Открылась дверь, эта дверь была в библиотеку. Как это не банально звучит, познакомились мы с ним в библиотеке нашего института. Зашли мальчишки, армейцы, нам представили их, сказали, вот, вы, ребята, восстановились, вот в вашей группе теперь будут учиться вот эти люди. Институт закончили оба с красным дипломом. Началось общение, и незаметно оно перетекло в 30,
сколько, 3 года уже совместной жизни. Распределения тогда не было, мы сами выбрали, так как отличники, сами выбрали место работы свое, и приехала я за мужем со Сахалина в Якутию. Ну, в общем, вот с той поры мы не расстаемся, мы все время вместе, дома вместе, на работе вместе, в отпусках вместе, в поездках вместе. 24/7. Сплавы, туризм, вот это все, это уже этим мы занимаемся и на велосипедах, и на плотах, и на лодках, и на чем, и на сапах. Такие вещи мы очень любим. И вот у нас такая спортивная семья. Дети у нас тоже занимаются спортом. И вот сейчас младшая наша дочка заканчивает Смоленскую академию физкультуры. Тоже по специальности тренер-преподаватель по лыжным гонкам. Старшая пыталась с этой стези соскользнуть. Они, кстати, обе кандидаты в мастера спорта. Старшая и младшая девочки наши. Вот. И старшая поступила в Новосибирск, в антикризисное управление, мировая экономика, все. Решила соскочить с этой стези. Но она, тем не менее, бегала в институте на лыжах тоже. Но не получилось у нее. Она 5 лет отработала по специальности, экономистом, все замечательно. Потом сказала: нет, это мне скучно, заберите меня домой, вы там веселой жизнью живете, а я сижу в офисе. Вот. И получила второе высшее образование по уже нашей специальности и вернулась на путь истины. Короче говоря, вот работает вместе с нами. Вот из этой лыжной базой, в которой мы с вами находимся, замечательной, она ей заведует. Как бы. На сегодняшний день одна из лучших баз, лыжных баз в Российской Федерации. Это мы не из того, что мы такие вот нескромные. Это приезжали люди, олимпийские сборные, наши тренера самые высокого уровня, и Грушин, и Николай Петрович Лопухов, и Юрий Михайлович Каминский, всем известные великие тренеры. Они когда сюда, и Земятов, и Завьялов, все здесь были. Они когда приходили: да, обалдеть, как так? В Москве такого нет, а у вас в Алдане, вот, маленький город, его на карте не найдешь. У вас такая лыжная база, 2 этажа, и прям детям все. И раздевалки, и душевые, и сауна у вас есть, и спортзал есть, и комнаты для подготовки лыж. Ну, прямо как оно должно быть. Вот. Ну, мы делали для себя, поэтому сделали очень красиво, и государство нас поддержало. И вот на сегодняшний день мы такой объект замечательный имеем. И даже когда построили вот этот замечательный объект, центр подготовки лыжников, городскую эту нашу лыжную базу мы сохранили, и благодаря этому у нас, и начиная с детских садиков, и население, все-все-все, это вот у нас культурно-спортивный такой центр, где мы не только чемпионов готовим, но и приобщаем к занятиям физической культурой и спортом. Не только лыжами, у нас и туризм, и сплавы, и много чего еще другого, чем мы занимаемся. Много-много-много у нас среди нашего населения Алданского района друзей, которых мы привлекаем, и детей много очень ходит. И вот мы сохраняем до сих пор. С 2005 года мы сюда переехали, это здание сохраняем. Спорт спортом, но мы не, как говорится, есть определенная часть спортивной общественности, которой мы не принадлежим, которые считают, что надо бегать, прыгать или там поднимать большие веса, там еще что-то, а остальное все вторично. У нас такой подход, что мы считаем, что личность должна развиваться гармонично. Спорт – это замечательно, но это всего лишь одна из частей жизни. Есть еще музыка, есть еще архитектура, живопись, что угодно. И образование, если человек не получит в юном возрасте и какое-то воспитание, он будет неполноценным. Кому интересны спортсмены, которые не могут выразить, 2 слов связать и связанно излагать свои мысли и с пустой головой? Ну, вы иногда их видите по телевизору, это грустное зрелище. И наоборот. Да и я считаю, что идеал спортсмена, он должен быть интеллектуально развит. Тем более в современном спорте дуракам делать нечего. Интеллект зачастую решает. Способности хорошие – это здорово, но если интеллект не присутствует, тупо бегать по сопкам ни к чему не приведет. Вот мы стараемся, чтобы те ученики, которые у нас занимаются, они, многие из тех, кто висят на стенде там по коридорам, а это достаточно высокого уровня спортсмены. У нас есть воспитанники, которые мастера спорта международного класса, несмотря что мы муниципальная как бы школа. Наши воспитанники становятся там высоким уровнем. Мастеров спорта достаточно большое количество. Призеры всяческих победителей высокого уровня соревнований. И все эти люди, кто достигли, у них всех высшее образование и не одно, и зачастую не спортивное. Ну, Вячеслав Леонидович всегда казался очень интеллектуальным, всегда нас учил думать
в первую очередь. Во время сборов всегда говорил о том, что необходимо помимо спортивной жизни заниматься школой, никогда не бросать, всегда там занятия брали во время сборов, делали какие-то уроки, задания. Но всегда казался интеллектуалом, знающий свое дело, любящий свое дело, отдававший себя всему лыжным гонкам. Начал я заниматься в спортивной школе на Ленинском. Была секция такая небольшая, не особо серьезная, просто больше для привлечения к спорту детей в школе. Играли в футбол периодически. Постепенно начали проводить соревнования в городе Алдане. Ну, все соревнования проходили здесь, и начали приезжать с поселка на соревнования. Вроде как начали получаться какие-то результаты, и с этого все началось, наше первое знакомство. А потом, когда начал результаты какие-то Вова показывать, и мы начали выезжать на сборы, всероссийские соревнования, и там уже я с ним начал заниматься более плотно. Мальчик такой одаренный физически и не глупый, но такой всегда погруженный в себя такой был. Такой он серьезный, такой маленький такой, он уже серьезный. Такой постоянно меня удивлял, что ты думаешь, что там о чем такой. Ну, кончилось тем, что он бегал до уровня кандидата мастера спорта, добегал, там был победителем первенства республики неоднократно, и в каких-то дальневосточных соревнованиях он выиграл некоторое количество. На всероссийских соревнованиях выступал неплохо. И поступил потом, так как учился в школе неплохо, что соответствует нашей тренерской концепции, вот, он поступил в Новосибирский в институт, и его успешно закончил, стал инженером, сейчас работает в «Газпроме». И продолжает заниматься потихонечку спортом. Спорт, как показала сама жизнь, не только кует профессиональных спортсменов, но и связывает людей крепкими узами. Да настолько прочно и надежно, что они не расстаются уже никогда. Получается, первый раз я ее увидел на сборах. Мы поехали в город Арсеньев на сборы. Тогда это был у нас основной сбор, такой было, порядка 15, наверное, человек. Она приезжала туда в помощи, заниматься вот с детьми, послабее, кто помладше. Вот, тогда я ее, наверное, первый раз увидел. На тот момент у нас с Ирой разница в возрасте достаточно такая, назовем ее, небольшой сейчас уже. С возрастом это уже не так сильно, а когда это все только начиналось, я тогда и не мог подумать, что мы можем, какие-то могут быть у нас серьезные отношения, тем более даже женитьба, это уже тогда вообще о таком и не думал. Не обращала, наверное, так внимания, один из таких же спортсменов, которых множество у нас на базе. Вот, и как-то начала замечать, когда это такое вот прям какие-то такие мужские внимание, именно такая какая-то забота, внимательность, постоянно открыть дверь, помочь принести, унести. И как-то это, наверное, в наше время это всех так немножко шокирует, потому что это непривычное отношение, особенно когда младше тебя вроде как парень, ты даже его сильно-то никогда не рассматривал, а он всегда где-то как-то оказывался рядом, как-то все время где-то ненавязчиво, но при этом всегда какие-то такие мелкие знаки внимания, как-то проявлять начали, общались сначала просто как приятельски, как я со всеми поначалу, когда я приехала сюда, приезжала на каникулы, у нас такие какие-то понебратские были, можно сказать, отношения со всеми спортсменами, то есть я больше еще была сама как спортсмен, поэтому никто не относился как к тренеру, поэтому, со всеми дружили. И постепенно, наверное, подкупило это, что какая-то такая внимательность и забота, это, просто покорил, наверное, этим. Дальше, опять же, были тот же Арсеньев уже на следующий год, наверное. Также мы встречались. Летом она приезжала. И просто дружеские отношения как-то постепенно перетекли во что-то большее. Она закончила институт в Новосибирске. Осталось там работать, и я поехал туда учиться. Мы там, какое-то время там уже более близкие отношения у нас начались. Потом, к сожалению, она уехала обратно в Алдан, потому что работа по специальности ей не очень понравилась. И уехала сюда больше в спортивную жизнь заместителем директора по объекту этому. Я закончил обучение, в своем институте закончил, вернулся сюда, к ней приехал, устроился на работу, и уже меня забрали в армию.
Еще на год. Ну и, к сожалению, да, премия «Ждун года» — это наша, потому что откуда мы только друг друга не ждали. Сначала учеба, потом учеба в университетах, потом армия и вот эти вот все время расстояния, поэтому наши отношения такие проверенные всем, чем можно. Человек, который покорил и родителей, потому что, ну, они его знают с детства. То есть это не было такого, что надо было вести на какие-то первые знакомства. Его знают, что от него ждать. То есть это передали, так сказать, и с спокойной душой. Отношения наши не прекращались. Вернулся, сделал предложение, поженились. И вот по сей день так вместе. И ну, сейчас я точно могу сказать, что это прямо мой человек, который ну, на все 100%, и как за каменной стеной. И это вот, ну, действительно, мы, наверное, прошли уже все, что можно. У молодой пары все еще впереди и дети, и быт. А вот когда в свое время в семье Пономаренко появились дочки, жизнь Вячеслава и Анны поменялась полностью. Вот нас двое, вот мы живем, вот семья из двоих. А тут раз, и нас уже трое, и кто-то просит внимания твое и заботы. Ну, то есть вот тоже такой всплеск, и ты понимаешь, что ты ответственна еще за чью-то жизнь, а эта жизнь еще не смышленыша. Ну, то есть тоже вот какие-то, конечно, яркое событие, конечно, когда первенец рождается, а вторая девочка, она уже, конечно, ну, поспокойнее. А вот первая, это, да, захлестывают эмоции, ты не понимаешь, за что хвататься, что делать. И тут же счастлив. Вот все это в единое объединяется. И, ну, как бы, не знаю, я пребывала в таком состоянии, хоть у нас и непростой ребенок был, потому что она была неспокойная, вот девочка, но одномоментно ты же понимаешь, что ничего себе, это твоя кровиночка, это твой малыш. Ну, в общем, я была безмерно счастлива. Папа у нас тогда много ездил, возил детей на соревнования, но вот в эти паузы, когда он возвращался, конечно, он был папой заботливый, который мог взять сам, там, перепеленать, поиграть, унести. Ну, конечно, папы, наверное, все-таки поначалу боятся маленьких деток, и для них это, когда уже подросли, когда можно его там чего-нибудь уже, вот они рады этому больше. А когда маленький, все равно большая нагрузка идет на маму. А папа – это надежное плечо, который рядом, который обеспечит, который поможет, который заработает денег в тот момент, когда ты ухаживаешь за лялечкой. Смысл жизни появляется, как бы. Все же люди в смысле жизни, да, в поиске. А для чего, а как? Вот, а тут все конкретно, все появляется, для чего, все эти всякие туманы философские отпадают. Вот конкретно, вот смысл жизни. Я добрый полицейский. Я злой полицейский, да, у нас так. Ну, потому что растут девчонки, и подручнее все-таки где-то проявить более жесткость. Я понимаю, когда можно это сделать, а когда нельзя. А он, как и любой папа девочки, для него это огонечки. Поэтому, ну вот так, у нас добрый полицейский, злой полицейский. И у нас девчоночки выучились в школе, закончили нашу вторую школу алданскую, и обе девочки закончили с золотой медалью. И та, и другая, и Ирина, и Светлана, это наша гордость. Все детство, в общем, было потрясающим. То есть, ну, никогда меня не ругали незаслуженно. То есть, у меня не было нету обид на родителей. С учебой, то есть у меня никогда не было того, что я должна или обязана. Мне просто, наверное, какой-то внутренний был стыд, что я не могу подвести родителей, что если я принесу там плохие оценки, то есть, ну, наверное, я никогда не думала, что меня наругают, то есть я думала, что елки, как неудобно будет. Вот. И, ну, приучали к спорту, и ко всему этому было ненавязчиво, то есть я не так, что занималась только лыжами, я и плаванием занималась, и танцы, то есть везде, пожалуйста, любые мои интересы всегда поддерживались, потому что с лыжами я не задружила сразу. То есть, когда меня начинали водить, меня водили с маленького возраста, и это был всегда, ё-моё, только не лыжи, пожалуйста, пап. Потому что папа хотел как лучше погулять, ну, показать, что это за спорт, и я, наверное, была еще маленькая, мне это было не тяжело. Нисколько не интересно, сколько тяжело, потому что все смотришь вокруг, уже крутые катаются, а ты пришел, падаешь, встаешь, что вообще хотят, непонятно, и как бы, ну, тяженько давалось. Пока вот, первый раз не окунулась
именно в спортивную среду, как поездка на соревнования. То есть, когда, наверное, зацепилась больше за общение в коллективе. Когда ты смотришь, как твои же родители общаются с другими детьми, и, ну, что им это нравится, и, наверное, в этом тоже что-то есть. И вот тогда я уже поняла, что лыжи — это мое, и благодарна, наверное, ну, родителям за то, что именно, ну, вот, привили любовь к спорту, при том, что не только к лыжам, то есть мы с удовольствием за любые вообще спортивные кипиши. И любовь к чтению. Вот это вот папе отдельное прямо спасибо, потому что, ну, я считаю, что школьная литература — это беда, потому что отбивает любовь к чтению как только может. Папа подсовывал какие-то такие вот книжки, при том, что это не, ну, не развлекательное чтение было, это были какие-то серьезные литературы, но вся эта какая-то вот фантастика, детективы, все это подсовывалось так ненавязчиво и не в обязаловку. Вот он так хоп, сел, прочитал, и вроде как, о, прикольно. И сейчас я с этим, ну, с благодарностью это все воспринимаю, потому что любовь к чтению, любовь к знаниям и, ну, наверное, спорт — это стремление всегда, если ты что-то берешься делать, надо делать хорошо. И вот, ну, наверное, это все из детства, с примера родителей, потому что когда они что-то берутся, ты знаешь, что это будет сделано 100%, и по-другому ты думаешь, а как? Ну, надо делать так же. Поведение родителей – главный, авторитетный и значимый для детей урок. Стараясь привить своему ребенку лучшие качества, родители используют свои внутренние ресурсы, причем самые выдающиеся. Личный пример – основа любого воспитания, а образ и поведение мамы – решающие. Ну, мама – это теплые воспоминания самые. Ну и грусть о раннем потере. Ну и пример неприходящей такой силы воли и воли к жизни. И как что можно... Она всегда говорила, я сильная, я справлюсь. Вот. И когда у меня проблемы возникают, я тоже думаю, я сильная, я справлюсь. Мама — это лучик солнца в моей жизни, естественно. Она подарила мне жизнь. Я ей безмерно благодарна за это. Несмотря на то, что у нас было трое у нее, и мы были тоже такие сорвиголовы. Ну, 2 брата и я. И поэтому заменить ее, конечно, невозможно. Никем, никогда. Стараюсь вспоминать ее часто очень. И вот это тепло берегу. И до конца дней буду беречь в своей душе. Мама — это все. Это самое дорогое, самое лучшее, что она дала нам жизнь. И прям с радостью, что у меня мама есть, и что я всегда знаю, что мама — это 100% какая-то такая величина постоянная, и хочется, чтобы это было всегда. Потому что, смотря как мама работает с детьми, это прямо, ну, они ее просто обожают, и в этот момент я всегда понимаю, что мне точно повезло с мамой, что это самый вообще лучший человек, который мог бы быть в моей жизни. Мама — это всегда тот человек, который на твоей стороне. Всегда поддержка, всегда 100% уверенность, что у тебя есть плечо. Мама.
Такое простое, но самое эмоциональное слово. Только оно способно растрогать сердце и затронуть самые потаенные струны души. Сколько бы мы ни говорили о маме, этого будет мало. Только она будет переживать за твою судьбу независимо от того, сколько тебе лет. Только она отдаст все за то, чтобы ты стал настоящим человеком. Только она бескорыстно сделает все для своего ребенка, как ангел-хранитель. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.